Про историю Муслюмова тоже есть у нас такая очень интересная легенда. Как будто бы сюда из одного рода переехали 7 мужчин. Это Муслюм, Мутмин, Авзал, Ахмед, Якуб, Саид, Булат. Они вот увидели вот такую прекрасную природу нашего края. Им очень понравилось, конечно. И одним из них Муслюм решил обосноваться на правом берегу реки. Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире кулинарное шоу «Секреты татарской кухни». Наши кулинарные путешествия по районам Республики Татарстан продолжаются, и сегодня мы в Муслюмовском районе. Муслюмовский район, Муслим района, муниципальный район восточной части Республики Татарстан, в 319 километрах к юго-востоку от Казани. Район образован в 1930 году. Он расположен на реке Ик, которая является притоком Камы. Район граничит с Мензелинским, Сармановским, Азнакаевским, Актанышскими районами, а также с Бакалинским районом Республики Башкортостан. Административный центр района – село Муслюмово. Основано оно в первой половине 18 века. Общая площадь района составляет 146 431 гектар, в том числе площадь земель сельскохозяйственного назначения – 100 819 гектаров. В районе расположен 71 населенный пункт. Основную часть составляют татары. В районе на сегодня функционирует 86 учреждений культуры. В структуру учреждений культуры Муслюмовского района входят отдел культуры, районный дом культуры, Муслюмовская детская школа искусств, Муслюмовский краеведческий музей, централизованная библиотека. Библиотечная система района объединяет 33 библиотеки. В районе 8 народных коллективов. Фольклорные коллективы «Муслим Тугайлары», «Усыкай Буйлары», «Поляр Кас», «Рябинушка», ансамбль песни и танцы районного дома культуры. Гармоныңны бейсеннәр егетләр, безнең илнең егетләре бар да бергет кебекләр, безнең илнең егетләре бар да бергет кебекләр. Эх, шума басабыз, биек күңел ашабыз, эх, шума басабыз, биек күңел ашабыз, эх, шума басабыз, биек күңел ашабыз, эх, шума басабыз, биек күңел ашабыз. Уйнап гармоныңны җилкенсеннәр яшь кызлар, уйнап гармоныңны җилкенсеннәр яшь кызлар. Безнең кызлар нурлы йөзле, әйтерсеңлә йолдызлар, безнең кызлар нурлы йөзле, әйтерсеңлә йолдызлар. Эх, шума басабыз, биек күңел ашабыз, эх, шума басабыз, биек күңел ашабыз, эх, шума басабыз, биек күңел ашабыз, эх, шума басабыз, биек күңел ашабыз. Җыелсыннар барсында, шаулат бию киен җыелсыннар барсында. Яшь егетләр шакырсыннар, кызлар чыксын каршыга. Яшь егетләр шакырсыннар, кызлар чыксын каршыга. Эх, шума басабыз, биек күңел ашабыз, эх, шума басабыз, биек күңел ашабыз, эх, шума басабыз, биек күңел ашабыз, эх, шума басабыз, биек күңел ашабыз. Бию шикер беренче, бию шигә сүз әйтмәгез тани бүген беренче. Эх, йомшак басабыз, биеп күңел ашабыз, эх, йомшак басабыз, биеп күңел ашабыз, эх, шума 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 басабыз, биеп күңел ашабыз. Дорогие друзья, напоминаю, что мы сегодня гостим в Муслюмовском районе. И сейчас рядом со мной находится директор Муслюмовского краеведческого музея Синара Якпаровна Яббарова. Исянмисыз. Синара ханым, бигзур рахмет, большое спасибо, что пригласили ваш замечательный район. Рассказывайте, с чем пришли. Я пришла с муслюмским пуштянашем. Это у нас оригинальный муслюмский продукт.
выпускается только в нашем районе. Я хочу подарить вам этот продукт. Бигзур рахмет. Тяжелый. Да. Можно я быстренько, буквально на секунду взгляну? Что же там есть? И это все мне? Да, это все вам. Бигзур рахмет, я приеду еще к вам. Большое спасибо за этот подарок. Мы его в конце программы обязательно попробуем. Ну а сейчас рассказывайте, что будем готовить. Сегодня мы будем готовить кыстыбый, татарское национальное блюдо. Можно сказать, лепешки с картофельным в пюре. Некоторые, кстати, называют его кузикме. Да, а в наших краях называется кыстыбый. Итак, начинаем готовить муслюмовский кыстыбый. Да, Здесь вот картошечки, я смотри, кстати, вижу. да. Давайте, Руслан, вы нарежьте картошки. Потом мы ее отварим, да? Да, отварим. Позвольте, я похвалю. Карагзале Да. Дуслар, посмотрите, какой урожай в Муслюмово. Вот это да! И это еще, как Синара Ханым сказала, самые маленькие, да? Да, самые маленькие. Вот У нас такой да. урожай. Вот это молодцы. Хорошо живете. Так, вы будете делать тесто. Да, я буду делать тесто. Начинаем. Так, вы готовите тесто, я режу картошку. Хорошо. Ну и первый мой вопрос. Расскажите, пожалуйста, вот про герб Муслюмовского района. Что там изображено? На гербе нашего района изображен молодой человек, играющий на курае. Это символизирует, что наш край богат на талантливых, На творческих на людей. творческих талантливых людей. Одна из них и Зифа Басирова. Мгм. Она у нас знаменитая певица, заслуженная артистка ТАССР. Получила премии два раза даже знака почета. Потом у нас есть такой знаменитый артист Наиль Аюпов. Это заслуженный артист России, потом народный артист ТАССР. Работал всю жизнь в театре Камала. Мгм. Он родом из деревни Турыш. Нет, ну, кстати, я знаю, что очень много актеров из Тинчурина, театра Да. Тинчурина, родом из У нас Муслюмовского сейчас района. очень много молодых актеров, которые играют в театре Тинчурина. Это одни из них Артем Пискунов, Зуфар Харисов, Гульчичик Хафизова и Ильнар Хафизов. Они все выходцы Муслюмовского района. И вот даже гостья, которая сейчас готовит рядом со мной, прекрасно поет, пишет стихи, ведет мероприятия, танцует и даже готовит. Видите, одни таланты, Аллах Ашкар, одни Спасибо. таланты здесь. Так, картошка у меня готова. Сейчас мы ее поставим на огонь. Хорошо. Сделаем пюре. Ладно, хорошо, давай тогда я муку добавляю. Ага. Но здесь вот в этом блюде, мне кажется, все-таки самое главное это тесто, да? Потому что пюре плохо приготовить невозможно. Да. А вот тесто мы, кстати, готовим по старому рецепту деревенскому. Посмотрим, как получится. Но продолжаем. Расскажите нам, пожалуйста, о том, как же образовалось вот это название района Муслюмово. История нашего района идет из древних времен. В третьем тысячелетии до нашей эры здесь были люди, жили, уже доказали наши исследователи, археологи. Археологи, ага. Да. Здесь работали профессор Казаков где-то в 70-х годах. Потом в прошлом году вот, мы тоже возобновили археологические раскопки. Работал профессор Бурханов Альберт Ахмезянович. Раскопки проводились около реки Ик, где-то в деревне Тугашево. Они там нашли черепки глиняных горшочков, потом наконечники стрел. Черепки очень древние, сделаны своими руками рукоделов. И все эти черепки можно увидеть в Муслюмском краеведческом музее. Куда мы сегодня обязательно, обязательно заглянем. зайдите. А я сейчас картошку поставлю на нашу плиту, и мы продолжим. Руслан, вы тогда давайте нарежьте укроп. Ага, вы мне вообще отдыхать не даете, Синара Ханым? Да. Вечно то одно задание, то другое. Но это правильно делать. Да, я Так и люблю, надо. когда мужчина работает. Правильно делать. Да. Про историю Муслюмова тоже есть у нас такая очень интересная легенда. Как будто бы сюда из одного рода переехали 7 мужчин. Это Муслюм, Мутмин, Авзал, Ахмед, Якуб, Саид, Булат. Они вот увидели вот такую прекрасную природу нашего края. Ага. Им очень понравился, конечно. И одним из них Муслюм решил обосноваться на правом берегу реки, в селе Старый Вараж. Он остался здесь жить. Но эти края еще понравились сурынчаковцам. Это были русские люди. Они тоже решили переехать сюда. Но Муслюм опередил их. Он отправил плот на левый берег реки с рубом, потом построил дом. То есть он самый первый сюда переехал? Да, построил подворье, потом переправились тоже еще несколько семей, и так появилось село, деревня. Но деревня сначала назывался Базар Лавараш. Почему? Здесь торговали из разных населенных пунктов.
приезжали торговцы. Здесь был торговый путь, который проходил через Муслюмово, Ольгино, Мазино, Мизеринск. Потом здесь уже получился такое большое село. Позже, где-то в 1896 годах, село стало называться Муслюм в честь основателя этого села. Вот такая интересная и древняя история у этого района. Все, уже у меня тесто будет готово. Да, укропчик у меня тоже готов. Синара Ханым, я хотел бы спросить вот об этом красивом месте. На такой горе мы сегодня готовим. Здесь вот с левой стороны от нас Муслюмово, как на ладони. И самое главное, внизу течет очень красивая река Ик. Да. Что это за место? Расскажите. У нас природа очень красивая. Вот видите, да? Течет река Ик. Это горы у нас подгорье Урала. Мы же очень близко живем к Башкортостану. И подгорье Урала начинается с наших краев. Я сама очень люблю свой край, потому что я здесь родила, росла. Получила образование, вот сколько лет живу и работаю здесь. У меня своя родная деревня, недалеко, тоже около реки находится. Ее видно там называется Салаузмуханово, вон там. Потом, а я живу сама близко очень, вот, село Митрель здесь находится. Давайте продолжим готовить кыстыбый. Я сейчас отрежу тесто, и вы будете делать шарики. Давайте, с удовольствием помогу. Давайте. Так. Все по плану, правильно? Хорошо. Синара Ханым, я думаю, вот самое время, да, и вам проявить свои таланты. Я уже сказал, что вы пишете стихотворения, поете песни. Вот для наших зрителей, конечно же, для любимых жителей Муслюмовского района что-нибудь исполнить. Конечно, с удовольствием. Вот видите, у нас очень красивая природа. Я хочу спеть про свой край. Яғыма қойсам, жерге йотып, иснер едім өлән исләрін, тыңлар едім шолғы тауышларын, кешке жылы желлер ескенін, таңлар едім жолғы тауышларын, кешке жылы желлер ескенін. Бекзур Ахмед, Бекматур болды. Очень было красиво, мелодично. Ну а мы, дорогие друзья, продолжим буквально через несколько мгновений. Оставайтесь с нами. Дорогие телезрители, мы продолжаем. В эфире программа «Секреты татарской кухни». И готовим мы сегодня настоящие муслюмовские кыстыбы. Синара Ябарова сегодня любезно нас пригласила в гости. Сделали мы тесто, картошка у нас сейчас приготовится, мы сделаем пюре. Что сейчас? Сейчас мы будем раскатывать лепешки, маленькие лепешки. Покажите, пожалуйста, ну-ка. Так. Сейчас молодежь любит большую раскатывать, да? Потом блюдцами режет. Ну, чтобы ровно было, да? А я так не люблю. Но как бабушки готовили, да, вот, по отдельности, я так и готовлю. Какая толщина должна быть? Толщина, если тонкая, это очень вкусная. То есть тем тоньше, тем вкуснее. Да. Можно я один тоже попробую? Давайте. Чтобы потом не говорили, Руслан Муслюмов приехал, ничего сам не готовил. Так, давайте, пожалуйста, вы сюда. Внимание. Синара Ханым, есть у меня для вас вопрос. Вот если обратить внимание на эту красивую коробочку, куштаняш, которую вы подарили, что за рисунок такой оригинальный? Это очень оригинальный орнамент. Это орнамент Муслюмовского района. То есть это, можно сказать, красивым словом эксклюзив? Эксклюзив, да. Больше нигде еще не увидели и не нашли такого орнамента. Мы его как-то вот назвали в прошлом году, когда увидели первый раз, когда увидели сотрудники Национального музея, называли муслюмовские каракатицы. Очень интересный узор. Вот дайте, пожалуйста, вот это салфеточку, вот, да? Это у нас новодел, конечно, но у нас в музее хранится тоже старинный турляма, точно таким же узором. Этот узор вот мы взяли как бренд Муслюмовского района. Давайте сейчас покажем. Да. И вот видите, это муслюмовская каракатица. Это, конечно, очень древний исторический, что-то означает, но пока... То есть вот это Муслюмов, здесь Казань, я смотрю, Челны. Пока не определили, еще не изучили, не исследовали, что это означает, но очень древняя вышивка. Спасибо за подарок. Хорошо. Это тоже мне? Да. Так, проверьте, пожалуйста, как у меня получился. Пока
Но самый главный круглый ведь. Да, самый главный круглый, но не тоненький. Еще потоньше. Да, еще будет. Я доверяю вам все-таки. Давайте поменяемся. Хорошо. От меня вопросы, от вас работа. Хорошо. Расскажите нам, как проходит культурная жизнь в Муслюмском районе. Можно сказать, культура в нашем районе работает на высшем уровне. У нас очень много народных, фольклорных коллективов, народных театров. И они выступают в Казани, в других городах России и занимают очень много призовых мест. Например, ансамбль песни и пляски «Былары» недавно только образовался, но у этого ансамбля есть уже свои успехи. Они выступали в прошлом году в Челябинской области, в Сабантуе. Потом они выступали в Казани, когда открылся международный чемпионат по водным видам спорта. Да, вот. Там выступали тоже. То есть 1 год ансамбля, а уже, да, можно сказать, да, всю Россию объехали. Да, да, можно так сказать. У нас есть еще фольклорные коллективы. «Рябинушка», например, это русский фольклорный ансамбль. Это организован в Доме культуры Михайловки. Тоже работает. Вот недавно выступили в Каравоне, тоже заняли 3-е место. Потом есть ансамбль «Усакай-Былары», это крашинский ансамбль. И есть ансамбль «Поляркас», это марийский фольклорный ансамбль. Но ведь самое главное, я просто хочу сам это сказать, у вас есть замечательный театр, да, где вы являетесь режиссером, да, актрисой. И, кстати, даже было такое, что вы взяли приз как лучшая женская роль. Да. Вот расскажите, пожалуйста. У нас в районе работает 3 народных театров. Один из них муслюмский, конечно, называется «Якту Юлдыз». У нас в селе работает Митреевский, я являюсь руководителем. У нас статус народного театра мы получили в 2001 году. Уже 15 лет, да, получается? С тех пор играем. Сейчас вот коллектив очень молодой. Выступаем в фестивалях «Идиль-Йорт». 2 раза мы заняли 1-е место. Вот в 2014 году тоже выступали там, показали свою драму, стали дипломантами. Я как исполнительница главной роли была награждена в номинации «Лучшая женская роль». И здесь аплодисменты. Ну что ж, сейчас мы докатаем лепешки и, самое интересное, будем собирать наши костыбы. Дорогие зрители, сейчас самый интересный момент приготовления костыбы. Это когда готово пюре. Вот да, оно. Готово. Мы туда добавили укроп. Наши лепешки вот такие, кстати, очень тоненькие. Пожалуйста. И масло растопленное. Хорошо. Показывайте. Да, сейчас наполовину мы положим картошки. Кстати, вот некоторые картошки ведь кладут кто побольше, кто потоньше. Да, где есть золотая любит. середина? Кто как любит. Ага. Если картошка много, то это сытные. Если картошки много? Сытные, да. Для мужчин это очень хорошо. Сытные Так. будет, да. И Давайте. И уже самый финальный момент. Я все это покрываю растопленным сливочным маслом. Синара Ханым, я хотел бы поговорить о музее, в котором вы работаете. Расскажите, пожалуйста, когда он образовался и какие интересные экспонаты есть у вас. Да. У нас музей образовался в 1990 году. Был такое решение исполкома. Было решение исполкома.
Это ответственное поручение отдали, знаете кому? Наис Гамбару. Это у нас писатель и публицист. Он тогда работал в районе. Вот с помощью его был организован краеведческий музей в районе. То есть музею сейчас 16 лет уже? Да. А вот новое здание после капитального ремонта, после реконструкции открылся в 2014 году. Здания очень хорошие, красивые. И у нас 5500 экспонатов на сегодняшний день. Мы уже много собрали. В прошлом году, в 2015 году, мы с помощью специалистов Национального музея сделали экспозиции внутренних залов. У нас 5 залов работает. Зал древней истории и природы, зал этнографии, потом есть зал советского периода, зал славы и выставочный зал. Что является гордостью музея? Есть какой-то такой экспонат? Да, брендом. Бренд, да, музея Муслюмовского района. Это у нас кости мамонта. Очень много костей мамонта и носорога шерстяного. Они тоже найдены в 70-х годах. Они здесь, на этом территории были? Да, на этом территории. Прямо, вот, можно сказать, здесь, в селе Старый Вараж, они найдены. И вот, когда вы сегодня зайдете, сами увидите. Наш музей очень молодой пока, но все-таки в этом году мы выиграли грант. Лучший музей сельского поселения Республики Татарстан. После такой интересной информации, я думаю, мы обязательно найдем время и посетим ваш музей. Ну а прямо сейчас, как мы и обещали, мы посетим музей Муслюмовского района. Приветствую, Равиль. Привет, Руслан. Расскажи нам, пожалуйста, в какой части музея мы находимся? Мы находимся в зале природы и археологии. Это у нас самый интересный зал по опросам. Визитная карточка нашего музея – это кости, окаменелые кости шерстистого носорога. И самое интересное – это вот зубы мамонта. А сзади мы можем увидеть бедренные кости. Это все было найдено на Муслюмовской земле? Да, это краеведческий музей, и все было найдено у нас. В прошлом году, в 2015 году, у нас прошли археологические раскопки. Проводил их Альберт Ахмедзянович Бурханов. Он приехал из Казани и курил наши раскопки. На 3 дня мы выходили в деревню Тамьян. Там мы копали небольшой шорф и нашли керамические остатки. Это у нас лепная керамика, как уже потом было датировано, первое тысячелетие до нашей эры. Уникальный экспонат. Этот зал называется зал этнографии, он поделен на 2 части. И в этом зале мы можем видеть 4 национальности, которые в нашем районе тоже проживают. Это русские, татары, соответственно, кряшины и марийцы. Что это за интересное инструмент? Это русский станок, сделанный исключительно из дерева, без единого гвоздя собран. Татарские станки отличались мало от русских. Просто они были, да, 26 года. Татарские станки были разборные и чуть поменьше. Это чисто русский станок из Кряшинской деревни Усы. Костыбый. Для начинки приготовили картофельное пюре. Добавили горячее молоко, сливочное масло, укроп и тщательно перемешали. Для теста смешали яйца, молоко, соль и муку. Из теста скатали толстую колбаску и разрезали на кусочки. Раскатали каждый кусочек в тонкую лепешку диаметром примерно 15 сантиметров. Обжарили лепешки на сухой разогретой сковороде по 1-2 минуты с каждой стороны. На половину горячей лепешки выложили картофельную начинку и накрыли второй половиной. Затем смазали растопленным сливочным маслом. Синара Ханым, посмотрите, пожалуйста, как все у нас красиво получилось. И скажите зрителям, откуда вот эти красивые столовые полотенца? Это красивые полотенца из нашего краеведческого музея. Кто их шьет? Да. Наши рукодельницы делают такие очень красивые, богатые полотенца. Давайте сейчас будем попробовать. Давайте не болтать уже, а кушать, да? Давайте будем вкусный попробовать чай налили, бисмилля рахман рахим. Прошу вас. Ну как? Говорите, я буду кушать. Очень вкусно, вот знаете, вот муслюмовские костыбы все-таки, друзья, это муслюмовские костыбы. Настоящий татарский рецепт. Здесь, дорогие друзья, еще одно лакомство, это визитная карточка Муслюмовского района. Как называется это блюдо? Это муслюмский бармак. И приехать сюда и не попробовать это блюдо, позвольте. Что за белый вот крем, из чего делается?
Крем делается из сметаны. И поэтому говорят, их надо кушать прямо в этот же день, когда они приготовятся. Поэтому бисмилляхи рахмани рахим, пейте чай. Давайте. Ну как машей? Очень вкусно. Синара ханым, Сизга Бигзур Ахмед, вам большое спасибо за эти угощения. Спасибо всем, кто сегодня был с нами в Муслимовском районе. Но я пока еще не прощаюсь, даю вам слово. Biz müslimler bik de üzge, ustalardır şoyan süzge. İşte ungan bulganlardır. Müslim diyen babalarımız yemletinin yorlarına kelip nigiz kırganlardır. Biz müslimler bik de üzge, zurguruluk yana işte. Koydağına yaşasak da, koydağına işlesek de girişmeyiz ağır işke. Бигзур Ахмед. Вот такие талантливые жители в Муслимовском районе, которые и отдыхают, и читают стихотворения, и поют песни, и самое главное, вкусно готовят. И поэтому, если вы позволите, я останусь еще на неделю. Увидимся в Муслимовском районе ровно через неделю с новым гостем и с новым рецептом. Сау болуңуз, достар. Пока-пока.